Приветствую всех телезрителей телеканала Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Сегодня мы находимся в Комдрагмете, где проходит выставка под названием «Единство противоположностей». Выставка посвящена работам известного художника Якутии Афанасию Петровичу Собакину и его дочери Ольге Скориковой, которая вот как раз-таки рядом со мной сегодня стоит и сегодня проведет нам такой небольшой экскурс. Ольга у нас кем только не является, да, председателем, членом Союза художников Якутии. Недавно стала отличником культуры Республики. Ольга, мы вас поздравляем. Спасибо. Искренне с этой, я думаю, заслуженной, да, наградой. Находимся мы в первом зале. Да, вообще я хотела бы для начала спросить, откуда пошло название выставки «Единство противоположности». Вот что оно означает? Вообще эта выставка экспериментальная, такого формата в нашем Национальном художественном музее выставок еще не было. Экспериментальная она потому, что в ней объединены работы двух абсолютно разных авторов, совершенно представляющих разные эпохи и работающих в разных стилях. И первое, что кажется, что объединяет эту выставку авторов, этой выставки, это попросту родство, потому что это я и мой родной отец Афанасий Собакин. Но на самом деле, когда внимательно смотришь работы, найдется еще множество признаков, которые объединяют наше творчество, и в ходе знакомства с выставкой мы это увидим. А сколько вообще работ представлено здесь? Здесь больше 60 работ, примерно по 30 работ от каждого автора. Ну и сейчас мы находимся, можно сказать, на такой одной из главных, да, работ. Это многим известная картина, да, «Журавли». Эта работа песня. называется «Утренняя песня». Вообще, Можем подойти поближе? начиная с 60-х годов, отец работал над серией работ, которая называется «Танцующие стерхи». И эта работа была настолько удачная, что дала начало, толчок какой-то одному из якутских брендов образа танцующих стерхов. Причем работа, та, которая висит в постоянной экспозиции музея, она, в общем-то, она и другая по композиции, и другая по цвету. Об этом я могу очень много говорить. Вот эта работа, она вообще, ее редко когда увидит зритель. Она много лет находится на хранении в музее, так же, как еще ряд работ. И видят белый свет эти картины, ну, раз в 10 лет, может быть, даже вот реже, да. И даже я, являюсь дочерью художника, и то многие его работы не знаю толком, и пару работ даже увидела впервые здесь, да. Вот эта работа чем характерна, что в отличие от той работы, которая находится в музее, она написана таким сдержанным серебристым цветом, в отличие от того, что он всегда был яркий цветовик. И вот цветовая гамма менялась в течение жизни. Это очень интересное явление. То вначале он, когда закончил учебу, у него были работы академические, сдержанных таких золотистых, серебристых тонах. Позже, когда он нашел свой собственный стиль, это открылся цвет, очень яркий, мозаичный, светоносный. А в 90-е годы, когда было большое смятение в обществе, да, когда были подняты многие вопросы, на которые не было ответов, это интересным образом сказалось на его цветовой гамме. Даже вот такой радостный сюжет, как «Танцующие стерхи», у него приобрел другое тональное цветовое звучание. Здесь не столько радость жизни, сколько какая-то, я бы сказала, таинственность и задумчивость скорее. И появляются даже дополнительные образы, да, когда уже у нас и национальная культура получила большее внимание от художников, да. И тут, видите, дополнительно мы видим образы якутских девушек, играющих на хамусах. Да. Очень красиво. То есть эта картина, она очень сильно отражает свое время написания, 90-й год. Это пара моих работ, написанные примерно 10 лет назад. У меня тоже был такой период увлечения ярким открытым цветом. Мне хотелось, ну, прямо выдавить тюбик и буквально красить широкой кисточкой ярким цветом, пытаясь добиться его максимального звучания. Оба сюжета здесь посвящены реке Лени, и это понятно. Во-первых, мы с отцом и с мамой, и с сестрой часто выезжали отдыхать на Лену, да, даже был у нас случай, когда мы больше месяца жили на острове. Во-вторых, у нас с друзьями это одно из любимых развлечений летом, да, и вот это вот состояние, вот эта работа называется «Удачная суббота». Это городской житель,
который отработал рабочую неделю, выехал на реку, наловил много рыбы, и он горд собою. То есть день прошел, уже закат, и человек, который чувствует себя добытчиком. Вторая работа называется «Она». Она тоже изображает закат на реке Лени. Но это такой обобщенный образ якутской женщины и самой реки Лены, как символ самой Лены, сильной, красивой, задумчивой женской особи какой-то. Интересно. Да, они сразу вот бросаются в глаза, да, настолько яркие. Кажется, максимально вам удалось Поэкспериментировать с цветом. да. Так, это у нас Вот эта работа называется «Память». Ага. На ней отец написал свой автопортрет на фоне семейной фотокарточки. В этом году, значит, уже никого из живых, из его родных не было. И это как раз вот тот самый период, о котором я вот говорила ранее, 90-е годы, когда мировоззрение в обществе и у художников в том числе сильно изменилось. И в данном случае, как вы видите, художник, он не просто тоскует по ушедшим временам, да, что отчий дома у него уже заброшенный, там никто не живет. Из родных никого не осталось в живых. Непонятно, почему самый талантливый человек в семье был репрессирован и погиб. И он не только скорбит о прошлом, которое уже ушло, он как будто бы с тревогой думает о будущем. Вот о чем эта работа «Память». да, такая сильная, да? Это получается черно-белое, это как фотография Да. и как бы то, что никого нет в живых еще, да, смысл? Да. Была очень крепкая семья у них, много детей, которые по разным причинам ушли из жизни. Ну, в основном это связано со здоровьем. И вот он как бы из всей такой большой, крепкой, дружной семьи остался один и остался, скажем так, в печали. Вот также одна из работ, которая хранится постоянно в музее, ее редко увидят зрители, и она очень ярко демонстрирует творчество моего отца, потому что мы видим этот его насыщенный экспрессивный мазок, этот насыщенный цвет, и его вот этот удивительный подход к изображению природы. На мой взгляд, вот в том, как отец относился к природе, да, он ее чувствовал как какую-то личность. Не просто это, как сказать, задний фон какой-то к чему-то, да. Он, поскольку человек, который родился, вырос в деревне, да, он как никто чувствовал природу. Также он был всегда охотником, рыбаком, много этюдов писал с натуры. Природа для него как живое существо какое-то. И это, можно сказать, не пейзаж, это, можно сказать, портрет природы. И достаточно редкий для него мотив, что вот этот пробегающий лось, это, ну, достаточно редко для отца, для его творчества. Эта работа мне очень нравится. Вот мощь природы, да, ее красота, ее гармония, ее мудрость. Вот все в этой небольшой работе мы видим. Вот автопортрет отца в молодости. Когда он был еще студентом, он написал свой автопортрет. Написал его очень хорошо, мастерски, и это было очень высоко оценено. Госиздат издал серию открыток с этим автопортретом, несколько экземпляров у нас осталось. Это была большая честь. То есть, чтобы советского художника государство за свои средства издало открытку, запустило в продажу, это было прям серьезным признанием таким. И поэтому я очень рада, что эту работу тоже, которую можно очень редко увидеть на выставке, что сейчас зрители могут ее увидеть своими глазами. Выставка у нас расположилась целых 2 зала, да, здесь больше света, да, я бы сказала, и больше картин. Да. И хотелось бы в этом зале начать с картины как раз-таки вот с этого огромного полотна, да, ага, что бы вы сказали? Полотно называется «Отстоялись СССР», посвящено победе, которая далась большим трудом. И вот эта работа меня лично, как художника, удивляет то, каким языком она выполнена. Вот смотрите, содержание этой работы, оно очень драматичное, да, погибло много людей, погибли лошади, с большим трудом далась эта победа, большой ценой. Но цветовое решение вот этой картины, оно очень красивое, оно очень яркое и жизнерадостное. И я думаю, что
Во-первых, это было мироощущение отца вообще, он всегда был очень позитивщик по жизни. Во-вторых, я думаю, он в каждой картине был по-своему философом. И несмотря на вот эту вот драматичность ситуации, все равно жизнь прекрасна. И вот как бы вот этой красотой живописного письма художник вот это вот говорит. О том, что жизнь мудра, сильна, прекрасна. Поэтому мы видим такую очень красивую, очень жизнерадостную живопись. Ольга, ну мы, конечно, пользуясь случаем, да, хотели бы вас попросить показать нам что-нибудь интересное, полезное для наших телезрителей. Я знаю, что вы подготовили какую-то интересную технику, да? Сегодня? Да, я хотела бы показать интересную технику, которая, может быть, не имеет даже какого-то конкретного названия. Есть распространенная техника, которая называется граттаж. Это процарапывание по восковой основе, но это какой-то у нас наоборот получается антиграттаж. И я сейчас покажу, как это получается. Насколько это легко Это легко. делается? И это может сделать любой человек, который, да, ребенок, взрослый человек, все, кто хотят попробовать свои силы в рисунке. Так. Ну вот смотрите, мы берем обычный лист бумаги. И вся фишка в том, что мы берем очень мягкий карандаш. Вот у меня карандаш 14B, то есть это очень мягкий карандаш, и наносим любой рисунок. Ну вот, например, я рисую изображение человека какого-то в своем стиле. Он у меня такой немножко жестковатый. И рисуем какого-то человека. С какими-то своими особенностями. Это обычный карандашный рисунок, и чтобы ему придать больше шарма, выразительности и загадочности, его можно обработать особенным способом. Я беру обычную свечу из хозяйственного магазина и несколько раз провожу из стороны в сторону. Мы перестаем угадывать технику карандаша, мы видим какую-то новую фактуру, и линии немножко расплываются и становятся такими бархатистыми. То есть это уже похоже на какой-то графический отпечаток. Да, давайте покажем. Так, интересно. Это придумано вами? Мы, когда в институте учились, у нас был предмет культура материала. Мы много экспериментировали с карандашами, тушью, свечами, с мылом, со стеклом, что только мы не вытворяли. И это вот у меня оттуда, со студенческого прошлого. Какой-то такой необычный стиль получается в итоге, да? Не просто карандаш, да? Да. А вот смотришь и гадаешь. Да. Да? Ольга, вообще, вы помните, когда впервые взяли в руки карандаш, ручку, вот, чтобы что-то сесть и нарисовать? Это было, наверное, в далеком детстве. В детстве я почему-то любила рисовать ковры, и потом несколько раз... Ковры? Наверное, потому что, как в каждой советской квартире, у нас на стенах висели ковры. И на стене, и на полу. Да, и они были очень красивые. Возможно, это было одно из впечатлений моих. Да, я очень любила придумывать узоры для ковров. Когда я заканчивала художественное училище, я пыталась поступить на текстильщика, художника по текстилю. Но там был огромный конкурс, мне это не удалось. И слава богу, я сейчас думаю, что бы я делала с этим текстилем. И тем не менее, вот сейчас даже, вот дальше мы увидим мои работы, у меня до сих пор осталось какое-то вот стремление делать ковры. Узоры? Да. Да? Интересно. Оказывается, в ребенке, что в детстве сидит, оно вот из него никуда не уйдет. Интересно. А все-таки ваш отец повлиял тоже, вот, что вы пошли тоже в художники? Конечно. Он повлиял своим примером. Он был очень фанатично предан своей профессии. Он работал вот 100% своего времени в творчестве. Недаром, что в музее только у него больше 70 работ. Это огромная коллекция, да? А сколько еще у него раздарено и продано этих работ. То есть у него очень плодотворная жизнь была, и он был дико увлечен своей работой. И казалось, что вот там-то счастье, вот там-то самое интересное, куда папа все время убегает в мастерскую. Это было настолько заразительно, да, что как Туяра Шапошникова, да, моя подруга, тоже дочь художника, говорит, у меня просто не было выбора. Но он как ваш выбор оценил? Вот мои родители молодцы, они никогда меня никуда не толкали, ни от чего не отговаривали. То есть, когда я сказала, что я тоже решали все сами, вы, да? хочу быть художником, он говорит, ну, выбирай, Хорошо, решай, да.
Ну, я думаю, это очень правильный подход. Что ж, мы продолжим, да? Давайте. нашу? Ага, как раз вот заговорили о коврах, можем подойти как раз к ковру, да? Ага. Ну вот, яркая картина, да? Пример как раз. Да, вот Того, когда что вы я сказали. рассказывала о том, что я с детства любила рисовать ковры, и вот эта любовь к каким-то ковровым композициям во мне сохранилась на всю жизнь. Вот эта картина называется «Облако». В сущности, она посвящена облаку, которое освещено солнцем. И так как в якутской мифологии все имеет ичи, свой дух, то и облако имеет свою жизнь, поэтому мы видим здесь какие-то загогулины, какую-то оболочку. То есть тут это облако, оно живое, и оно светится, пронизанное солнцем. Но в то же время это очень декоративная работа с регулярно повторяющимися какими-то элементами, поэтому я говорю об узоре, об орнаменте, о ковре. И вот этот прием в моих работах в дальнейшем встречается достаточно часто. Причем работа уже сделана, я отхожу, смотрю, о, опять ковер получился. Хотя такой задачи не ставилось. Но вы сказали, что не зря вот эта работа ваша висит рядом вот Да. с этой картиной, да? Да, надо сказать, что куратор выставки Ася Львовна Габышева, да, ей очень сложно было, конечно, составить экспозицию из двух настолько разных авторов. И вот эта работа отца, «Морозная мозаика», да, она где-то перекликается с моей живописью, да, то есть мы видим те же крупные разноцветные мазки, тот же насыщенный цвет. Другое дело, что если моя работа почти абстрактная, то у отца здесь совершенно конкретный и понятный сюжет, который даже не нужно объяснять. Но вот глядя на эти две работы, когда они находятся вместе, да, ну, видно то единство, да, о котором можно говорить, что единство в каком-то эстетическом подходе, оно все-таки присутствует. Возможно, это даже потому, что я выросла, конечно, в атмосфере мозаичной живописи своего отца, да, и это уже как-то в меня впиталось. Впиталась, Да. да. Еще одна работа Афанасия Петровича. «Берега Лены», Большая, написанная в 1981 году. И она написана в той манере, которая всегда меня подкупала в творчестве отца. Да? У него никогда не видно, что он там что-то старался, делал, переделывал, потел, там, пыхтел. У него очень смело, очень широко всегда это, очень энергично написано. И опять-таки я бы сказала, что в этой картине я вижу образ природы. Картина называется «Берега Лены», да, и смотрите, какое великолепное, живое, дышащее, движущееся небо, да, сильный ветер, прекрасные горы, берега вот эти какие-то бурные такие, как дымящиеся формы. И совершенно грозная такая река Лена, мощная, да, такая, с переливами цвета. И все, что нанесено человеком, это какое-то, ну, немножко такое временное, случайное, да, то есть есть великая, мощная природа, и есть человек, который среди нее живет, и он слаб, как бы, он меньше этой природы, да, это какая-то временная часть природы, а природа, она... Непостоянный, Да, да? да. А природа, она мощная, она вечная. И я думаю, что вот эта картина, она вот про это. Вы прям точно сказали, мне кажется. Да, очень. Меня удивила очень вот эта картина, вот эта ваша работа, день рождения. Долго я не могла разглядеть здесь человека. Оказывается, здесь человек. Да, оказывается, многие... И оказывается, и не одна такая. Да, не сразу видят здесь человека, поэтому, чтобы зрителям было понятнее, я сразу объясню, что это человек в профиль, наклоненный над тортом и дующий на свечи. Меня всегда интересовала тема времени. И вот эта работа тоже посвящена ходу времени, о том, что день рождения – это радостный праздник, но все-таки мы делаем еще один шаг куда-то в другую жизнь. Поэтому это и радость, это и какая-то некоторая тревога, скажем так. И вот эта работа посвящена этому. Человек, дующий на тортик. Вы когда рисовали человека именно вот сверху, не думали, да, что... Что он окажется таким зашифрованным? Да. Нет, не думала. Я потом, когда стала показывать первым зрителям, мне говорят, а почему это тортик стоит среди гор? Я говорю, где ж тут горы-то? Ну вот закат, горы. Кто-то летает. И среди гор почему-то торт стоит. Я так удивилась, говорю, ну ладно, пусть среди гор будет. Видите как? Ага. И вот над еще одной работой, да, мы с вами успели пообщаться. Да, работа «Натюрморт. Дары тревоги», «Дары тайги», написана в 1968 году.
Для этого времени это очень смелая работа. Обратите внимание, какой тут яркий, чистый, насыщенный цвет. Да. Дело в том, что, в принципе, якутская живопись тех лет, она была достаточно сдержанная по цвету, ну, в общем, в целом рассматривать, если всех художников разом, да, и вот эта работа, она стоит на особенку, она очень яркая, очень контрастная, и сам по себе не подвиг использовать яркую краску, да, это же нужно собрать гармонию. Это очень убедительная вещь, она очень красивая, опять-таки мы видим вот этот широкий мощный мазок крупной кистью, опять мы видим вот эту вот какую-то свежесть, смелость и уверенность, это какая-то полная жизни работа. Мне кажется, очень характеризует вашего отца, да, каким Да, он был, да. кажется, в жизни. Он в жизни был очень спокойный, немногословный, сдержанный человек. А когда он приходил в мастерскую, вот так вот все у него кипело. Ну и последняя картина, да, над которой мы сегодня остановимся, да. Не будем рассказывать про все, оставим все-таки интригу для зрителя, который конечно. посетит выставку, да. Это опять-таки стерхи. Это опять-таки стерхи. Стерхов у отца было очень много, потому что эти работы пользовались неизменным спросом. И он даже смеялся, говорил про несколько работ, все, это последние стерхи, я больше не буду их писать. Но все-таки вынужден был опять к этой теме приступать, поэтому они все разные. Картины не повторяют друг друга, и как видим, вот здесь вот стерхи у нас вечерние такие, более сдержанные, да. Но цвет это как раз вот в 70-е годы отец писал вот таким насыщенным ярким цветом и характерным таким собакинским широким мазком. Ну, то есть это работа характерна для его определенного творческого периода. Ольга, спасибо вам большое. Я хотела бы вас отблагодарить за то, что вы нам так интересно сегодня рассказали. Я думаю, и наши телезрители много нового узнали, да, и узнают те, кто придет сюда. Кстати говоря, единство противоположностей, да, выставка называется, проходит в Камдрагмете и будет идти в течение всего мая. То, пожалуйста, просим вас милости посмотреть на творчество двух таких разных художников. Да, Афанасия Собакина и Ольги Скориковой. Ольга, спасибо вам еще раз. Вам дальнейших успехов творческих. Продолжайте, пожалуйста, спасибо. Творить и радовать зрителей красотой своих работ. Спасибо. Ну а мы с вами прощаемся, дорогие телезрители. Увидимся на телеканале Якутия 24.